Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики канала Таро Мастер Сони и все гости канала. Приветствую. Мудрость ведьмы. Это оракул, который я пользую иногда, не очень часто, но карты очень сильно, громко говорящие. Первый, второй, третий вариант. Какая мудрость вам нужна в данный период времени? В этот период, в который вы сейчас находитесь, в этот цикл, который проходите. Какая мудрость вам нужно услышать от ведьмы? Карта предки. Предки и память. В каждой карте есть такое, как заговор, как заклинание. И сейчас я проговорю в переводе, конечно, какой заговор здесь, в этой мудрости. Предки крови и костей. Из земли вы должны были улететь духом. Родовые линии наконец-то исцеляют и освобождаются от прошлого. Как сказала, так и стало. Во благо всем и вред никому не принесло. О чем эта карта хочет вам рассказать, это мудрость. Надо помнить свои предки, потому что вы, которые живете на этой земле, олицетворение их мечты, их стремлений, то, во что они вкладывались. Они очень много работали, чтобы достичь ресурсность, рост рода. И вы являетесь тот, который должен принять эту эстафету и пойти дальше. Помните свои предки и их дела, к чему они стремились. И если как люди допустили какие-то ошибки, вы сейчас и здесь работали. Карма рода, отработали какие-то ошибки. Потому что я сказала, родовые линии наконец-то исцеляются и освобождаются от цепи прошлого. Вы свободны и освободили и отработали. Помните, стремления, мечты, стремления ваши предки. Вы мечта, их мечта, которая сбылась вами. И следуйте дальше, потому что это сильный род здесь. И сила вашего рода помогает вам и поднимает вас. Не забудьте, помяните свои предки, всегда их поминайте. И они всегда рядом, чтобы вам помочь. Очень хорошая мудрость для первого варианта. Вы никогда не были одни, они всегда рядом. Второй вариант – водичка. Вода, водица, чистая сестрица. Заклинание, заговор, который приходит с этот аркан – вода и очищение. Вода и очищение. Дух воды предлагает исцелить
эмоции, боли, беды, которые вы испытываете. Очистите и освежите с морем. Ныряй в свое сердце и плыви. Теперь ты свободен. И как сказала, так и стало. Велика сила очищения из воды. Помните это и всегда обращайтесь к силе и духу воды, когда вам тяжело или плохо на сердце чувства. Вода – это наша эмоциональность, чувственность. И когда чувствуете, что ваше чувство ранены, обращайтесь к водичке. Можете даже на стопе записать эти слова. Можете повторить их. Можете делать свои личные ритуалы на умывании в речке, на роднике. Можете добавлять соль или травки. Они хорошо работают вместе. А можете нашептывать или заговаривать на стакан вода и потом выпивать эту воду. Можете так наговаривать на водичку, а потом умываться. Да, заговорите вода, чтобы все плохое, все тяжелое, все больное от вас забрала, далеко унесла, обратно не вернула. Вот так примерно. Работайте с стихией вода и исцелитесь вполне. Третий вариант. Какая мудрость к вам, троечки? Ой, плодовитость. Белтейн. Это праздник 1 мая. Он прошел, но если карта сейчас вышла, значит для вас это важно услышать сейчас. Плодородие. Бог глубоко сеет свое естественное семя, оплодотворяет богиню потребной плоды. И от этого союза произойдет рождение. Рождение плоды, которые твои, чтобы поделиться ими по всей земле. И как сказала, так и стало. Вас ожидает плодородие. Делитесь плодами, которые вам дает сам Бог. Потому что ничего не может оплодотвориться без Его вмешательства. Дух Божий – это Дух, который приносит жизнь, оживляет все мертвое, исцеляет все больное, очищает все нечистое. Почаще обращайтесь. А когда вот карта говорит, что вы наверняка делали какой-то ритуал или молились. Молитва – это тоже заговор. Кстати, троечки, вас слышать. И плоды любви, которые вы жаждали, они уже вам даны. Они прорастают сейчас, набирают силу, растут и скоро будет зрелость, зреют. Ну, мы же еще в мае, но плоды уже есть. Вот вчера увидела дерево инжир,
И там маленькие-маленькие смоковницы. Да, повсюду все расцветает, все плодоносит. Вот так Бог оплодотворяет земля, и она рожает. Но, возможно, еще у вас будет и, как я сказала, беременность, то есть что-то сейчас уже семя, которое вы посеяли, это может быть идея. Идея — это тоже семя. И оно было в период беременности, а сейчас проросло вот чуть-чуть и будет еще расти. Делитесь плоды, которые вам свыше даны. Дар ли это? Или, я имею в виду, какая-то дарба, с которой вы делаете свои проекты и работаете. Связано ли это с землей? Козленки, огненки, птички, ну, птенчики, теленки или пшено. Все, что рождает, вам дано свыше. Потому что без Духа Божий ничего не беременеет, ничего не рождается. Принимайте эти плоды и делитесь с остальным. Вот такая мудрость вам здесь пришла сегодня. Надеюсь, вам понравился этот расклад. Кому нравится, ставим пальчики вверх, подписываемся и оставляем комментарии, пишем в комментарии. Всем желаю всего самого-самого наидоброго, теплого, светлого, самого наилучшего. Делайте добро, и оно к вам вернется. Однажды кто-то мне написал на мои слова, мой призыв ко всем делать. Написали: нет ненаказанное добро. А мой ответ на такие комментарии: не за ваше добро вас наказали, а за вашу глупость. Потому что объясняла однажды, кому надо делать добро и кому нельзя. Не надо заботиться о сорняке, да? То есть не делайте добро сорнякам. Есть люди, которые как сорняки. Они не нуждаются в вашей помощи. Они пользуются, а потом еще и завидуют и гадят. То есть вы проявили, отличая культура растения, которое дает плод, и сорняк. И вот за эту глупость вы были наказаны. Пока научитесь. Я тоже так делала, но научилась на свои шишки. Но говорить, что нет ненаказанное добро, это неправда. Опять повторяю, наказана была ваша глупость. Ну, скажем, незрелость, неумение, непонимание делать добро. И кому нельзя. На этом еще одна мудрость напомнила. Я не первый раз и наверняка не в последний раз буду об этом говорить. Это очень важно. Делайте добро, и оно к вам вернется. Пока.